Ребята, много раз уже вы меня просили показать про свой рыболовный ящик, которым я пользуюсь и зимой, и летом, почти круглый год. Когда на рыбалке, всегда я с собой беру вот этот самодельный ящик. И вкратце я расскажу о нем. Как сделал, из чего сделал. Раньше перед этим я покупал ящик, за 1500 где-то рублей. И ящик крутой, такой цветной, яркий, с отсеками. Ну, пошел я на рыбалку, и первую же рыбалку у меня дно у ящика полопалось. Я не знаю, из какого пластика сделан этот ящик, но ящик я, вдребезги у меня швы пошли вообще по всему дну. И я решил сделать ящик рыболовный из канистры. Здесь вот написано 20 литров. 20-литровая канистра. Не знаю, где я брал эту канистру. Может, по знакомству, уже не помню. Наверное, знакомые принесли. Канистра из-под присадки, из-под масла. Наверное, лукойловская канистра. И сделал я вот такую крышку. Канистру я обрезал вот тут, сверху. И подогнал я сюда доску, ну, 2 сантиметра толщиной доска. Подогнал, все я это дело сделал. А дальше уже я сделал прорезь, вот такой прорезь. Потом, как все это получилось у меня, я прикрепил саморезами, вот. И она крепкая, устойчивая. Я уже ни одну рыбалку на нем сидел и не жалея там возил на буране, на машинах, ничего не случится с ним. Крышку я так приделал, ну, можно сделать, конечно, покрасивее, на любой вкус, кто как умеет. И крышку я сделал из нетканка, вот, фанера, 4 миллиметра фанера. И фанера, вон, смотрите, стоит на этой доске. Не гнется ничего. 4 миллиметра достаточно. Дальше я обшил нетканкой и еще кухонной клеенкой. Но я уже этим пользуюсь несколько лет и немножко износилось. Может, не очень красивое вам покажется, но мне нравится. Что мне нравится, тем и пользуюсь. И я вам даю совет, переплачивать не надо. Там за красотой бегать, я не знаю, кто как, но я лично все делаю попроще своими руками. А сейчас у меня здесь все зимний вариант, ну, все снасти у меня тут. Также вот такой ремень. Также я прикрепил этот ремень на болт, 6 болт. И держится уже тоже, ничего не случилось пока. Так, и вот еще, смотрите, вот тут, сейчас включу свет. Может, чуть-чуть ярче становится, просто сейчас середина дня, а на улице солнца нету и не очень так и светло. И вот здесь вот у меня 2 самореза. Вот, 2 самореза. Вот болт у меня вот так прикреплен. Вот прикреплен. Там шайба и ничего там секретного нету. Тут вот 2 самореза видно. Но вот такое. Но она из-под лукойла, наверное, из-под масла канистра. Это на десятки лет вам хватит. И не изнашивается, неубываемая канистра у лукойла. Хоть там 20 литров, хоть 50 литров канистры, вообще идеально они делают. Пластик не лопается, хоть ты кидай и выбрасывай, ничего не случится. Так, ну сейчас я выгружу отсюда все. Черпак, зимний вариант у меня тут. Здесь всякая всячина тоже. Удочки. Сейчас я выгружу, потом, чтобы показать вам самодельные жерлицы, самодельные. Все это я с собой таскаю. Прикормка. Вот в такой посуде я прикормку таскаю тоже. Так, дальше что?
Дальше у меня вот такая кормушка, вон, из-под кофе. На дне грузила прикреплена, но лед тут у меня. Просто вчера еще с рыбалки вот пришел, еще все во льду, в коридоре у меня на улице было. И тут еще удочки, вон сколько удочек у меня тут. В общем, рыбачу 4 удочки у меня. А это что? Это от летние удочки. Чего только у меня нету тут. Так, это пакеты. Также еще вон жерлицы. Смотрите, сколько вещей вмещается. И сюда еще можно загрузить килограмм 5 рыбы. Без проблем. Не говоря, что там столько хлама еще в ящике. Вот смотрите, это тут жерлицы тоже у меня. Чего только у меня тут нету. Прикормка, запах прикормки появилась. Так, в общем, и тут, не знаю, видно, не видно. Вот тут у меня, ага, перегородка, вон, перегородка. 4 миллиметра тоже толщина фанеры. Там вот такая рейка прикреплена, ну, вот в эту рейку я закрутил саморезы. Но эту перегородку можно и не сделать, но я сделал для удобства, как бы в одном отсеке у меня в основном удочки, там еще запасные, там свечи, там всякая хлам. А в втором отсеке можно сюда термос ставить, рыбу, что поймаете, еду, когда, ну, все равно на рыбалку, все равно берете какой-нибудь тормозок. В одном отсеке снасти, в втором уже все остальное на ваше усмотрение, что вы будете с собой брать. Вот такой нехитрый ящик у меня, ребята. Вы много просили показать. Ну, вот такой ящик. Конечно, много вопросов еще в комментариях, на которые я не отвечаю. Но я вкратце буду вам на видео показывать. Про патронтаж, который вы видите на охоте. И еще другие моменты. Все будет, ребят. Просто я не успеваю там все одновременно монтировать, выкладывать. Видео вроде есть, не знаю, потом, когда что будет. Но если вы подписаны на мой канал, вы, значит, видите, видео мои смотрите, и все равно рано или поздно увидите, что вы хотели посмотреть, какие комментарии. Я некоторые комментарии я себе записываю, чтобы не забыть, и, конечно же, буду показывать. Ну все, ребята, с ящиком мы разобрались. Кто хотел узнать про этот ящик, вкратце рассказал. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на Продевкоме.